Зыгорь. Привет, это Зыгорь. Сегодня наша программа про сепаратизм. Удивительно, как за последнее время изменилось значение этого слова. Еще полгода назад мы все думали, что сепаратизм – это исключительно негативная характеристика. И тогда на федеральных каналах тех людей, что воюют в Донецке и Луганске, сепаратистами не называли. Их называли только ополченцами. Ну, потом как-то повыклись, и сейчас с этим все в порядке. Ну да, сепаратисты. Что, собственно, в этом такого? Многие люди даже с гордостью называют себя сепаратистами. Сегодня мы постараемся немного углубиться в историю пророссийского сепаратизма, вспомним, как это все начиналось, ну или, может быть, так все начиналось. И все, наверное, слышали, но есть в российской истории такая легенда о доктрине Лукьянова. Что, мол, в конце 80-х годов советские власти, ну, а может быть КГБ, придумали эффектный способ предотвратить распад Советского Союза, а именно разжечь межэтнические конфликты по всей стране, которые бы отвлекли внимание и народа, и, главное, региональных властей от попыток выйти из состава Союза. Чтобы выяснить, как это было на самом деле, мы связались и поговорили с Виктором Алкснесом, бывшим депутатом Верховного Совета СССР, который называет себя одним из авторов доктрины Лукьянова. Виктор Имантович, что такое доктрина Лукьянова и кем она была разработана? В 1989 году, когда состоялись первые демократические выборы депутатов на съезд Народного СССР, туда были избраны депутатами часть представителей, скажем так, русскоязычного населения с окраин, назовем это окраинами Советского Союза, из союзных республик, в которых уже к тому времени набрали силу националистические элементы, сепаратистские, которые уже начали ставить вопрос о выходе из состава СССР. В Москве, к сожалению, плохо владели ситуацией и в Верховном Совете, и в Совмине, и в ЦК КПСС. И вот эта группа депутатов с окраин, национальных окраин Советского Союза, она выступила, вначале объединилась в рамках депутатской группы «Союз», во главу программы, которую поставили именно сохранение Союза, а потом начали предпринимать реальные действия по ее по борьбе за сохранение Советского Союза. В каждой из этих регионов были свои особенности в той борьбе или в той ситуации, которая там складывалась, и, соответственно, те меры, которые, противодействия, которые мы предпринимали против сепаратистов и, соответственно, в борьбе за сохранение Союза. Но в итоге все мы единодушно пришли к мнению, что необходимо максимально содействовать организацию структур, проведению такой политики вот в этих вот откалывающихся союзных республиках, чтобы, в свою очередь, отколоть от этих республик те регионы, где проживает большинство русскоязычного населения, те территории, население которых хочет сохранить единство с Советским Союзом. Ну, то есть это такой контрсепаратизм, это получается клин клином. Контрсепаратизм, да. То есть мы рассчитывали, знаете, когда бывает, что тушат большие пожары, навстречу этому пожару запускается второй пожар. И они схлестываются, и в итоге пожар прекращается. Вот что-то наподобие мы это задумали. И за нами не стояли какие-то там структуры КГБ, там, аналитические всякие центры союзные. Нет, это вот мы, простые депутаты, эту концепцию разработали, и мы начали ее проталкивать через депутатскую группу «Союз», которая постепенно набирала силу, и уже в 1991 году превратилась в крупнейшую депутатскую группу съезда. У нас там было более 400 голосов, или 400 депутатов. И, соответственно, мы ходили по кабинетам властным, были у Горбачева, и могу сказать, что, например, я горжусь тем, что в ноябре 1990 года мы пришли к Горбачеву, выдвинули ультиматум об увольнении тогдашнего министра внутренних дел Бакатина и за передачу оружия в национальных республиках со складов МВД СССР формируемым там отрядом ополченцев, как сказать, националистических. И за это Горбачев снял его. То есть у нас были возможности влиять на эти. У нас были хорошие контакты с Министерством обороны. И Министерство обороны оказывало помощь, скажем, оружием в Южной Осетии, оказывало помощь
скажем, нам были переданы радиостанции средневолновые. Ну, в армии есть передвижные радиостанции для проведения пропаганды на вражеские войска в случае боевых действий. Они на складах хранились. Там были переданы радиостанции. Одна была развернута в Риге, на территории ракетного училища Березова. Вторая была развернута под Таллином. Там руководил этим Женя Коган. Министерство обороны должно было передать нам несколько передвижных телевизионных станций для организации прямого телевизионного вещания, противовес тому, которое осуществлялось официальными, уже захваченными практическими силами телеузлов. Шла, в общем, активно. При этом надо отметить, что все это осуществлялось, ну, скажем так, вот как сейчас на Украине. То есть Россия оказывает помощь ополчению Новороссии, но она носит такой дозированный характер, и Россия всячески открещивается от этой помощи. Что-то подобное происходило тогда в 90-91 году. То есть помощь определенно оказывалась, но она носила достаточно ограниченный характер. И в основном все опиралось на энтузиазм этих людей. Но и так получилось, что поскольку мы были членами парламента, и наиболее тесно мы контактировали с Анатолием Ивановичем Лукьяновым, то образовался такой, не знаю, применимый такой термин, назвали это доктриной Лукьянова. Потому что Анатолий Иванович прекрасно понимал всю опасность сепаратизма. И, например, именно мы выдвинули идею о том, что необходимо срочно принимать закон Союза СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР. Но, вернее, надо его сделать так, что это был закон о невыходе из состава СССР. То есть там обставить такими условиями, чтобы действительно этот процесс занял очень длительный срок, чтобы те автономии или те территории, на которых проживают люди, которые не хотят быть в составе этих вновь образованных государств, имели возможность путем референдума отколоться от них и войти, сохранить свое присутствие в составе СССР. И такой закон был принят. И, кстати, если вы зайдете в правовую базу «Консультант» или «Гарант», то увидите, что, оказывается, он до сих пор числится в правовой базе данных. И, то есть, по сути дела, он не утратил свою юридическую силу. И надо отметить, что, правда, что ни одна из союзных республик бывших, выходивших из состава Союза, она этот закон не выполнила, процедуру, которая предусмотрена там. То есть, вот эта вот структура, которую мы создавали, она работала. Да, в большинстве регионов это были в основном общественные организации, хотя шло формирование, в том числе и военизированных формирований. У нас, например, в Латвии существовала такая организация «Интерфронт Латвийской ССР». Были дружинники, которых мы потихоньку пропускали через армейские части. Соответственно, они проходили определенный курс военной подготовки на полигонах там в Латвии. Мы готовились, хотя оружия у них в тот период не было. Но у нас в Латвии было проще тем, что у нас был Рижский ОМОН, который блестяще потом себя зарекомендовал в августе 1991 года. Никто об этом не говорит, но Латвия была единственной республикой Советского Союза, где ГКЧП тогда, 19 августа и 20 августа, победил безоговорочно. И вот вы знаете, вот эта вот такая деятельность наша, она ведь привела к тому, что сегодня уже на политической карте мира существует Южная Осетия, Абхазия, существует Приднестровье, и, очевидно, появится и Донецкая республика, и Луганская республика. И это вот следы вот той доктрины Лукьянова, хотя, насколько я знаю, сейчас Анатолий Иванович так дистанцируется, что якобы он к ней отношения не имел, но я могу сказать, что он, скажем так, был духовным отцом этой вот доктрины, он оказывал ей на парламентском уровне активную поддержку, и чем мог, звоня там в министра обороны, в КГБ, там в разные министерства, ведомства, и эта поддержка им оказывалась. И мы ему очень-очень за это признательны. А вы можете перечислить участников вашей группы, которые занималась доктриной? Это знаменитый в те годы полковник Николай Петрушенко. Это представитель Северного Казахстана, Усть-Каменогорск, который объединял там вот те пророссийские организации казаков Северного Казахстана и являлся их представителем на съезде депутатов СССР. Это был Юрий Витальевич Блохин, представитель из Кишинева, один из руководителей интердвижения Молдовы. Это был Николай Костишин, токарь из Тирасполя.
Это был Женя Коган из Эстонии. Ну, это был и я, как представитель Латвии. Ну а если вот вы называете Лукьянова духовным отцом, как к вашей деятельности относился Горбачев и кто еще из федеральных чиновников, союзных чиновников поддерживал вас? Ну, я могу сказать, что большинство министров союзных оказывали нам, ну, были на нашей стороне и оказывали серьезную помощь. Ну, я, например, помню прекрасно министра угольной промышленности СССР, знаменитого Щадова, который выделял в том числе и деньги нам. Но я сейчас вспоминаю, как Щадов перевел вот на поддержку Интерфронта, или, скажем так, просоветских сил в Латвии, перевел 50 тысяч рублей. По тем временам это была, ой, какая большая сумма. И так это было с министерского счета, да? Да, с министерского счета он перевел 50 тысяч рублей на поддержку нас. Но, к сожалению, так получилось, что это было не очень, незадолго до событий ГКЧП, и эти деньги, скажем так, пропали. И мы не сумели ими воспользоваться, потому что они так пролежали на счету, и в итоге они так и пропали. И оказывал помощь нам Язов. Хотя тоже очень так осторожно, потому что боялся, что как бы его не обвинили в каких-то поддержке вот этих вот сепаратистских движений. Ну вот я такой эпизод. Невзирая на то, что у меня были очень хорошие отношения с Язовым, и я и сейчас отношусь к нему большим уважением. У нас был эпизод, когда надо было оказать помощь Рижскому ОМОНу. Рижский ОМОН, база его, находилась на окраине Риги, практически на полуострове. И дорога на Ригу была только через единственный мост. И, соответственно, который можно было легко блокировать, и, соответственно, не допустить выхода ОМОНа с базы ОМОНа. А тут, в связи с сокращением вооруженных сил, в центре Риги освободился, прямо у вокзала, освободился большой военный городок. И я, официально, как депутат СССР, обратился к Язову с депутатским запросом о целесообразности передачи этого военного городка в ведение МВД СССР, чтобы можно было перебазировать ОМОН с территории, которая могла быть легко заблокирована там, на этом полуострове, в устье Даугавы, перевести в центр, где, кстати, у него оперативный простор, он мог действовать намного лучше. И Язов меня пригласил и говорит: Виктор, извини, но я не могу дать эту команду, потому что на меня там набросятся демократы, набросятся латвийские власти, и я поэтому не подпишу распоряжение, хотя это можно было сделать, но не подпишу. Анатолий Иванович, вот я могу просто такое впечатление, несмотря на то, что, конечно, он поддерживал нас, но был вынужден, учитывая, что он был вторым человеком в государстве после Горбачева, в то же время учитывать позицию Горбачева, который, как всегда, сидел на двух стульях. С одной стороны, вроде бы особенно не препятствовал нашей деятельности, и даже, скажем так, шел нам на уступки. В деле с Бакатиным, со Ставкой Шеварднадзе, которого тоже под нашим давлением был вынужден уйти. И в то же время особого восторга от нашей деятельности не испытывал, если сказать наоборот. А почему ничем не закончилась ваша деятельность, например, в Прибалтике и в Казахстане? Как только произошел ГКЧП, события ГКЧП, соответственно, начали рушиться союзные структуры. Соответственно, какая-либо помощь тем людям, которые выступали за единство страны, прекратилась из Москвы. Более того, она была запрещена, и Москва дистанцировалась от поддержки вот этих так называемых новых сепаратистских сил. И только в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье эти так называемые сепаратисты сумели выдержать, устоять. Да, путем ценой жизни сотен и сотен людей. И в этом именно они, кстати, заслужили то право на свою независимость. Именно ценой жизни вот этих вот сотен и сотен людей. К сожалению, в условиях, когда Москва практически им не помогала. И поэтому, когда после ГКЧП, когда все начало рушиться, вот так получилось, что ушла Прибалтика, ушел Северный Казахстан, но мы зацепились, вот эти плацдармы, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье. А не было ли у вас планов по разделению Украины? Украина как раз находилась вне зоны действия, или, скажем так, интересов группы «Союз». У нас там было достаточно мало сторонников. Депутаты, которые как раз от Юго-Востока,
они от группы Союз дистанцировались. Большинство из них входило в межрегиональную группу, в том числе в наших оппонентов. И у нас ни Крым, ни Юго-Восток в тот период, в 1991 году, себя никак не обозначал. То есть создалось впечатление, что там люди считают, ну там ничего страшного не произойдет, куда, как говорится, они с этой подводной лодки денутся. Ну то есть украинские бандеровцы, куда они денутся? И депутаты, соответственно, союзные, от Донбасса, они были, ну, скажем так, весьма дистанцировались от группы «Союз». И для меня, честно говоря, было удивительно, когда вот 2 месяца назад состоялись мероприятия в Госдуме, посвященные 25-й годовщине съезда народных депутатов СССР, и там собрались достаточно много бывших депутатов СССР, и вот те депутаты СССР от Донбасса, как раз выступая с трибуны, ну, по сравнению с ними, тогда я был, с ними, нынешними, то, что они говорили по поводу событий на Донбассе, и что там немедленно необходимо посылать танки, бомбить этих самых бандеровцев. И я смотрел на них с удивлением, думаю, ребята, а где же вы были 20 лет назад? Почему вы тогда, когда была реальная возможность не допустить вот то, что произошло через 25 лет, сидели в кустах и даже наоборот поддерживали те демократические силы, так называемые, РУХ и прочее на Украине? Сегодня они проснулись, сегодня они требуют решительных мер от Путина, требуют, ну хотя, ну, как те самые знаменитые пикейные жилеты у Ильфа Петрова, кстати, могут они вот только рассуждать, а сделать уже ничего не могут. А вот тогда они дистанцировались от борьбы за сохранение Союза. И сегодня уже, как говорится, игра сделана. Ну, а каким вы видите дальнейшее развитие доктрины Лукьянова? Будет ли она продолжать свое шествие по республикам бывшего СССР? Я думаю, что да. Она достаточно эффективна, поскольку людей, желающих теперь жить вместе с Россией, которые ощущают свою духовную связь с Россией, которые являются людьми, носителями русской культуры, русского языка, которые, невзирая на всю антироссийскую, русофобскую пропаганду, которая проводилась на протяжении последних 25 лет, все равно остаются людьми, которые верят в Россию и любят ее. И ясно, что вот этот вот способ формирования, скажем так, сепаратизма наоборот, то есть, да, с точки зрения, скажем, Киева это сепаратисты, а с точки зрения России это люди, желающие, и наоборот, интегрироваться в Россию, хотят объединиться с Россией. И поэтому вот эти так называемые сепаратисты наоборот, их надо помогать им, надо их поддерживать. И в конце концов я убежден, что многие еще территории, они войдут в состав России. Например? Ну, я не исключаю, что с уходом Назарбаева в Казахстане начнется, что-то наподобие киевского Майдана и вот все то, что происходило на Украине. И Казахстан без Назарбаева обречен. Точно так же, как была обречена Украина. И я не исключаю, что Северный Казахстан, в конце концов, опять вернется в состав России. Но это будет после Назарбаева. А Прибалтийские республики? Прибалтийские республики, вы знаете, они как они их называли в свое время лимитрофами, они останутся. Сегодня у России особой нужды в этих республиках нету. Я думаю, что вполне возможно, что это будет проведена операция финляндизации прибалтийских республик, то есть сделать из них транзитную территорию, в которой будет власть, скажем так, настроена благожелательно к развитию отношений с Россией, которая будет от этого иметь определенные экономические преференции. Я не думаю, что Россия, по крайней мере, в ближайшее время захочет включить Прибалтику в свой состав. Нас вполне устроит эта финляндизация Прибалтики. Зыгарь.